Що показало наше хатнє завдання? Ну, по-перше, що було? Ну, ви отримали хатнє завдання, там був невеличкий текст, який треба було перепрацювати для правил, які ми розглядали, так? Текст був з газети «Звезда», «Откуда у парку челюстинцев взяться лося». Ну, ви бачили, що газета не вельми пристосована до сучасної інтернет-епохи, хоча, в принципі, невідомо, що їй перешкоджає. Але в будь-якому випадку ці тексти у друкованому вигляді можна було б використовувати, а в інтернет-версії вони не працюють. Ось цей текст, в принципі, він потім добре ілюстрований був у виконаних хатніх завданнях. Почнемо. Ну ось, коли брати заголовок «У центрі Мінська блукали лосі», ну, по-перше, колькі тут є ключових слов. Ось завжди, коли опрацьовує текст для інтернету, то ми про це мусимо два. Які? Мінськ, лосі. Мінськ, лосі. Причому лосі – це ключове слово тільки в тому випадку, коли люди ведають, що було ніяке здарення, коли не будуть шукати інформацію про лосів. Але коли ми пишемо про новину, то частіше за все ми новину ведаємо, а люди, для яких ми пишемо, ці новини ще не ведають. Тому серед ключових слов пожадано, щоб присутнішали некие такі, які будуть людей орієнтувати, допомагати знайти цю новину. От яке слово могло би бути тут? Здарення. Ну, тобто, здарення – це більш такі широкі поняття, які могли б шукати. Тобто, можна було б назвати це здарення у парку, у Мінському парку, там щось там лосі робили. Ну, це я так зараз гуляюся, це не найлепший заголовок, але от ключове слово здарення було б корисне. Цікаве, ну, тобто, некие вот такі от слова, по яких би шукали. Цікаво, ну, там, дикі живоли, там, ну, щось подобне. Це могло б притягнути додаткову аудиторію до цього тексту. Без цих слов, ну, хутчэй за все, така аудиторія би не знайшла текст. Але у тим випадку, коли вже ця новина стала всім відома, і ми пишемо вже додаткове у сюжет, ну, звісно, все одно варто було б зважати на подобні речі, але ми можемо вже так розслабитися і більше зважати на інші ключові слова. І тоді у такому разі вже буде працювати слово «лосі». Рухаємося далі. Тут взяти текст газети «Звезда» і викреслено, що він це сказав в газеті «Звезда». І тому я завжди запитався, кому він це сказав, кому він це сказав. І тут возникає така количність. Коли ми це пишемо для сайту газети «Звезда», то на «Звезду» спосилатися обов'язково треба. Коли ми пишемо для когось іншого, на «Звезду» так само треба спосилатися, бо він сказав «Звезді». І тут така ситуація виникає, бо в одному випадку це буде глупо, бо інші, хто будуть красти цей текст, потім не будуть спосилатися на видання, де ми працюємо. А у відворотному випадку це буде порушення авторських прав. І вже буде не цитування, а крадеж матеріалу. Не передрук, а крадеж матеріалу. Ось тому на такі речі треба звертати увагу. І про теги. Ось як і в заголовку, ось тут ми визначаємо теги, ми пам'ятаємо, що це таке, так? Лось лосі, Мінськ парк. Чому лось лосі? В той форме. В той форме, которая чаще всего... Да. Это абсолютно слушно, але ось я знову звертаю увагу, що тут не хапає. Потім ви дописали, я показую, що ви дописали. Здарення, лось лосі, Мінськ парк, челюстинцев, ахова природа. Ну, магчимий підход з ахової природи. Я б ще додав диких живот. Бо люди шукають що таке так само. З одного боку, пошуковики, у приватності Google перекладають те, що написано. З другого боку, наприклад, пошук Яндекса, коли ми орієнтуємося на русскомовний текст, він ведає слова форми, але він не перекладає. Тобто, коли ми орієнтуємося на певну аудиторію, наприклад, російська аудиторія зараз більше користується Яндексом. І коли, наприклад, наш ресурс хоче отримати аудиторію навіть русскомовну з Росії,
то мы мусим проглядець, якія вот асаблівасці есть у працы Яндекса. Калі мы хочам мець беларускую аўдыторыю, гэта таксама можа мець значэнне, але ў Беларусі больш карыстаюцца Google. Google перакладае. Таму словаформы тут для яго могуць не спрацаваць, і ён будзе шукаць у незалежнасці ад таго, на якой мове это напісана. Ну, не ведаю, як эта ситуация будет меняться, бо пошуковики меняют свой алгоритм, але обозначение тегов бывает корыстно. Итак, мы памятаем про ключевые слова. Ключевые слова пожадано иметь у заголовку, в лиде, под заголовках, коли они есть, ну и раскиданых по тексту. Але вельмі шмат ключевых слов мець нельга, бо пошуковики полечат, что это порушение правил, что вы навмысно их там засунули, что это не есть сапраўдны текст, что это есть оптимизация для пошуку, а не текст. Тому треба мець нейкі баланс. Так. Давайте зараз возьмем газетки. Ой. И будем шукать что можно опрацаваць. О, про льготы. На второй страничке. Рай в шалаше на 7 лет. Текст на самом деле еще не заканчивается, але мы можем решить, что он на этом закончился. Что-нибудь занадто долговато. Задание докладно такое же, как у нас было в минулый раз, мы адаптуем текст для интернета. Давайте. Диктуйте заголовок. В Беларуси введены льготы для бизнеса населения. Итак, в Беларуси введены льготы для бизнеса населения. Ура! В каком году это случилось? Это сейчас, 2012. У вас сказано, что введены льготы. Вот, поэтому мы не надо новые, чтобы не ввести в заблуждение, надо новые. То есть вот тут возникает логический вопрос, надо ли новые льготы или не надо. Новое – очень хорошее слово. Оно показывает, что вы содержите новость. Поэтому если есть основания всунуть слово «новое», прекрасно, но тоже и во всем можно нравиться. В Беларуси введены новые льготы для бизнеса населения. Давайте посчитаем ключевые слова. Беларусь, льготы, бизнес, Читаем. В принципе, достаточно адекватно. Мы не будем сейчас разбирать, насколько ситуация изменилась на самом деле и прочее, прочее. На самом деле все очень сложно и практически ничего не изменилось. Но, тем не менее, мы это уже в прошлый раз разбирали, помните? Но в целом это интересно. Новый декрет президента поможет сельскому бизнесу. В этом заголовке есть оценочное суждение. Вот если в предыдущем заголовке у нас была констатация факта, то вот и к нему придраться уже невозможно, поскольку мы добавили слово «новое», то новый декрет президента поможет сельскому бизнесу. Ставится вопрос. Вот. Вот в любом случае, даже если вы поставите вопрос, это все равно будет какая-то оценка. То есть вы уже тогда будете сомневаться, поможет или не поможет. Но тут еще есть интересный момент. Если в первом случае новые льготы, я даже настаивал, чтобы появилось слово, потому что иначе смысл искажался, то тут новый декрет президента поможет сельскому бизнесу, тут новый уже не очень важное. То есть оно не является ошибочным. Но здесь оно уже то, которым можно пожертвовать. То есть если вдруг по какой-то причине будет слишком много слов, то вот здесь новый не так известно. Почему? Ну, это декрет, ну, как-то. Будущее время уже. Ну тут и ориентировано на будущее время, и понятно, что в новостях мы не будем рассматривать декрет от 1994 года,
То есть этим можно пожертвовать. То есть здесь нет ошибки, но это то, чем мы располагаем, что в случае необходимости можно сократить. Считаем ключевые слова. Декрет. Декрет президента бизнесу 3. Ну, то есть не самый плохой вариант. В какой стране это происходит? Ну, можно было. Вот видите? Да, Беларусь. Это одна еще из особенностей интернета. Вот в газете это точно было бы, наверное, и не надо. В крайнем случае, если бы вот мы писали, например, про Витебск в Витебской газете, то слово «Витебск» было бы более адекватно, потому что в газетах очень много есть республиканских новостей, национальных новостей. И вот подчеркивать то, что новости местные, надо. Но вот, как бы в республиканской газете, вот, например, в моей газете, скорее всего, бы это в печатной версии не было. А вот в электронной версии было бы хорошо, чтобы появилось ключевое слово в Беларуси, потому что аудитория может находиться и за пределами Беларуси. И кроме того, даже белорусская аудитория может не подозревать, этот текст будет про Беларусь или не про Беларусь. Поэтому такое ключевое слово желательно. Декрет номер 6. Ага. Да, уже. Не, ну сейчас не нужно, но я шапку. Декрет номер 6 создает новые льготы для ведения малого бизнеса в Беларуси. Вроде без шапки, что ли, думаю, что Да. Прекрасно. Вот получается длинный язык. Да. Ну, Давайте посмотрим, сколько он получится. Даже без слова Беларусь. Есть какие-нибудь инструменты, статистика. Вчера обнаружила. 31 слово, 207 знаков. Мы помним, что Google после 71 знака не индексирует. Ну, то есть, все равно в слепке это будет, просто он не будет искать ключевые слова. Соответственно, где-то вот здесь уже ключевые слова дальше не будут смотреться. И это опять-таки одна из проблем. Потому что иногда ключевые слова по тому месту в предложении, где бы мы хотели их поставить, будут находиться не в самом начале. Поэтому лучше писать лаконично. Слово «ведение». Просто новый год, да, малый. Прекрасно. То есть я согласен, что можно жертвовать такими вещами. Давайте еще смотреть. Декрет номер 6. На самом деле, конечно, очень многие люди помнят номера нормативных актов, которые их касаются. Но не все. Второй момент. Поисковики достаточно долго не умели искать по цифрам. То есть с точки зрения роботов, весь интернет это цифры. Букв там нет. Ну, потому что на самом деле все это передано с помощью цифр. Вот. Есть, сейчас роботы стали умнее, и они научились искать цифры, но в целом скорее нужно уметь правильно задавать запрос, чтобы робот искал цифры. Потому что по автомату там стоит, как правило, защита от поиска цифр, потому что все-таки им нужно сужать зону поиска. А если мы, например, напишем какую-то цифру, например, 2, то что это был? 2012 год, 2002, второй год, или это было 2 рубля, или что еще угодно. В интернете таких цифр много. И вот в ряде случаев поиск по цифрам будет вообще не. Декрет создает новые льготы. У меня есть вопрос, опять-таки стилистически, создает ли что-то декрет. Возможно, создает новые условия. А льготы, скорее всего, он вводит. Ну, то есть, опять-таки, вот такой момент, это может быть даже отчасти вкусовщина, но, в принципе, особенно для заголовков, к таким вещам нужно обращать внимание. Вот, у меня вот в этом номере был текст «Глава МВД пришел из КГБ», а потом, когда я посидел, подумал, ну, на самом деле он вернулся из КГБ, а не пришел, потому что он был сначала в МВД, потом ходил в КГБ, потом вернулся в МВД.
Поэтому у меня заголовок уже неправильный, но хорошие мысля приходят после. Это уже невозможно было исправить. Но в целом вот заголовок это наше основное оружие, которое можно использовать. Поэтому в него нужно вкладывать как можно больше усилий для того, чтобы что-то с этим сделать. Окей. Так. Президент Беларуси подписал новый декрет о льготах. Что здесь? Непонятно, что в каких льготах. Непонятно о каких льготах, а замечательное слово «новый». А мог бы он подписать старый декрет? Вот, в данном случае, вот, если в первом случае слова «новый» не хватало, во втором случае слово «новый» было «может быть, может не быть», то вот здесь оно уже не нужно. Это уже не то чтобы 100% ошибка, но очень близко к ошибке. То есть это масло масляное. Хорошо. Как вы думаете, сколько здесь ключевых слов? Президент Беларуси, декрет, льготах. Да? Прекрасно. Может ли сработать такой заголовок? Да. У него очень много ключевых слов. И вне зависимости от того, правильно ли это все сформулировано или неправильно, с точки зрения робота, из-за того, что здесь больше ключевых слов, чем в предыдущих заголовках, он может его по иерархии поднять выше. Роботы подняли его выше, значит, есть большая вероятность того, что люди прочитают больше. Я не говорю, что нужно ориентироваться исключительно на аудиторию роботов, но это тоже достаточно значимый фактор. Так, про новую мы поговорили. Декрет о льготах. О каких льготах? Это был вопрос. Сразу же можно обмануть читателя. Потому что льготы могут быть для пенсионеров, для инвалидов, для, там, не знаю, ну, для разных категорий людей. А тут это для бизнеса. То есть вот здесь еще можно было всунуть еще одно ключевое слово, которое еще бы дороже сделало этот заголовок, лучше. Там для бизнеса. Новые льготы для бизнеса. И это еще лучше бы продал этот текст. Ну, так, спрощенное тлумачення я би дав. Зараз ми поговоримо найперш з пункту гледження текста. Что можно менять с пункту гледження текста, как користальнику было зручно користатися. Повысим споживецкий якость. Вы пам'ятаєте, вот мы глядели фильм, як читают текст. Да? В нашей цивилизации принято читать слева направо, сверху вниз. Уваходами у текст з'являються заголовки, лиды, подписи давказдимков, подзаголовки. Ну и там всякие могут быть списы, там, маркированные списы, когда там раптом бывает там, перелічення 1, 2, 3, 4, 5 чого-нибудь рашенню, то вони так само можуть улучшатися і притягувати увагу. Да? Ну, теперь я буду уже брать некие такие парады, які писані не мною, але я буду просто комментовать, и мы будем обмірковувати некоторые речі, які, может быть, будут викликати некие питання. Эта презентация вам будет доступна, я вам пришлю посылочку. Ну, по-перше, мы пам'ятаємо, что текст мусит иметь докладную структуру. Ось опошний текст, який мы разбирали, такой структуры не имел, и мы не могли зрозуміти, про что идет разговор. За счет структуры, перевернутой пирамиды, упрощается понимание текста для всех категорий читателей. Даже сложный текст можно изложить простым языком. Але особливо коли казать про аудиторию в интернете, то объем текста – это серьезная проблема. Сколько разов мы можем дозволить читачу гортать сторонку? Пам'ятаєте? После чего читать перестає гортать сторонку. Прокрутку сторонки. Пам'ятаєте, не пам'ятаєте? Больше за 3 прокрутки сторонки – это
малаверагодна. Таму, калі уявіць сабе тэкст 18 тысяч знакаў, то гэта будзе, ну, прыкладна 18 пракрутак сторон. Немагчыма такое. Значит, текст трэба зменшаць. Адкідваць нейкія другосныя дэталі, может быть, яны будуць патрэбны для іншага тэкста. Калі ёсць дакладная структура, то магчыма акажацца, што не трэба пераказваць нейкія складаныя рэчы, мы можам сказаць сутнасць праблемы. І сутнасць можа стаць больш простай мовай, это будзе больш лаканічна. Ясны і простой язык. Ну, з гэтым быццам бы няма пытанняў, але насамрэч, калі мы пачынаем. Очень сложно написать ясный вопрос. Так. И кроме того, эксперты и чиновники кажутся чрезвычайно складанной мовой. Її треба не перекладати. Скажите, так и было зрозуміло нашим читачам. Ну и текст мусит быть максимально коротким, але вот у нас был хоть задание вариант, когда текст был размерно коротким. То бок максимально, але все ж таки прикладно 1500 знаков, все ж таки это меньше за это лепей не робить. Мы памятаем, что есть оговорка, у каких ситуациях это непозбежно, але это не есть норма. Это выключение. Мы казали про подписи до малюнков и раздымков. Цитаты. Можно это все оформлять с помощью HTML-технологии, как это убачили роботы, как это убачили люди, які користуються неким электронным пристосованием, машинах пришли малюнки. Ну, ті на мобильнику, там, ті на ладоннику, бывает, люди отключают малюнки, как учей запамповывалась сторон. Гиперспосылки повинны быть максимально зразумелыми. Ранее часто писали продолжение, смотрите, есть, щелкните, есть, что-то подобное. Зараз уже это лечится на летом, так уже не робится. Случайно гиперспосылка уже вешается на слово, якое показывает значение, куда ты пойдешь, после этого щелкнешь по этой гиперспосылке, и некие такие вот додатковые инструкции уже не уживаются. Коли вельмі шмат гіперспасылак, это так само неприемно, люди крутятся. Бо ну, это ребят в очах и так далее. Ну, ніхто не хоче робити лишнюю працу. Это значит, что когда мы будем выкладывать вельмі падрабязна, например, ход судебного процесса, не выклаўшы коротенькое подсумование, что отбылось на самом початку, то хутчэй за ўсё это будет размерно, например, цяжкая праца для читача. А кроме того, возникает проблема все-таки с текстами всяких экспертов, которые спробуют нечто проанализовать. И они пишут науково-подобный текст, где выкладывают шмат аргументов. Вот Нобелевский лауреат по экономике Пол Крugman с этой нагоды написал такую вот цікавую речь, что все эти вот аналитичные збудування, все эти побудові версії і так далі, це хутчэй будаўнічыя лясы, якія ёсць каля дома. Калі дом побудовали, гэты лясы можна прыбраць, можна пакінуць просто сам дом. Чытачу, не кожнаму чытачу трэба вот, вся эта вот побудова, усё вытлумачэнне, чаму я лічу, што белае ёсць белае, там чорнае ёсць чорнае. Ці нешта больш складанае, кажется. Бо ну, не кожен нават може это адсачыць. Ну, то бок, допустим, спецыфічна нейкай газеце кшталту вот, беларускі рынок, яшчэ нейкае эканамічнае выбудаванне, што гэта выцякае з гэтага, магчыма, яшчэ не патрэбна. Там можна пісаць пра нейкія складаныя рэчы кшталту нейкіх індикаторов там, на валютным рынку. Але у нормальным тексте для массовой аудитории через все треба будет писать, что эксперты лишат, что будет так-то. И выкинуть тлумачение. Тяжкая праца не подобается широкой аудитории, и с другого боку, мы же не тлумачим, нет простой телевизор, простой компьютер. Кожный раз.
І повірте, що шмат людей не задумується, як це відбувається. Текст мусить викладатися на сторонку з уліком того, як він буде викладатися. Складатися з пункту гледжання того, як він буде викладатися на сторонку. Є різні дизайни сайтів, і часом отримується, що на одному сайті этот текст буде виглядати завеликим, а на іншому сайті занадто малим. Наприклад, на сайті Deutsche Welle тут знаходиться певна навігація, і тут знаходиться певна навігація. Тут інші банери, переходи на цікаві теми додаткові, наші інформери, які стоять. Отримується, що сама сторонка стискається вельми моцно. За гэтага візуальна тэкст займае вельмі шмат месца, і мы памятаем пра 3 пракруткі. Разам з тым той самы тэкст на старонцы беларускага рынка будзе займаць візуальна менш месца. Бо у нас вось гэтыя левыя і правыя палі не занятыя такім чынам. У кожным выпадку гэта трэба глядзець да канкрэтнага выдання, і ёсць вельмі моцныя адрозненні. Часам узнікае сур'ёзная праблема, калі побач ёсць тэкст, фотаздымак і відэа. Па-першае, вот мы, памятаеце, мінулым разам глядзелі пра всякія ляпы, там забітая настаўніца, фотаздымак, іншая чалавека. Это ляп. Але разам з тым маглі паставіць фотаздымак гэтай настаўніцы, якая была бы, напрыклад, за святочнай нейкай вячэры. И тут треба подумать, ці падыходзіць гэта фотаздымак ці не. Яшчэ одна праблема может быть звязаная з тым, что фотоздымок обвергает то, что написано в тексте. Текст пишет один человек, фотоздымок шукае некий інший человек, допустим, редактор, ці хтось яшчэ. І ён бярэ фотоздымак, які прапанавала фотоагентства, там ці хтось інший, некий фотограф. І вось мы кажем, тысячи пришли на демонстрацию, на фотоздымку 3 человека. Гэта магчыма. Бо магчыма былі тысячи, але фотоздымка з гэтымі тысячамі магчыма нема. А калі яго нема, то можа быць сітуацыя, калі чытач нам не паверыць, калі убачыць гэты фотоздымак. Яшчэ адна хіба бывае, калі прысутнічае фото, відэа і тэкст, калі супадаюць фотоздымак і тое, як будзе выглядаць відэа, бо вельмі часта, асабліва калі гэта ставіць в YouTube, відэа выбіраецца для ілюстравання выпадковым чынам. Калі пра гэта не падумаць. У нас зараз не тэма працы з відэа, але увогуле такая праблема можа быць. І таксама, калі мы пераказваем, што адбылося у нейкім працэсе, в такім шырокім кшталту дэманстрацыі ці канцэрта, і выкладваем побач гэта відэа, то магчыма, ёсць сэнс не пераказваць нейкія дэталі, а сказаць, што іх можна паглядзець на відэа. І тэкст будзе карацей, і не будзем пісаць нешта непатрэбнае, бо звычайна не шмат ёсць аўдыторыі, якая хацела бы адсочваць усе дэталі нейкага працэса. Яны хочуць вынік. Часцей хочуць вынік, чым апісанне ўсяго працэса. Хаця адно бываць выключэнне. І важны момант, мы ніколі не ведаем, як чытач трапіў на старонку. Таму варта памятаць і звяртаць увагу на дызайн сайта, чтобы там были, это называется, хлебные крошки, как читач ведал, где он находится. Про абзацы и подзаголовки. Текст мусит быть больше разрешенным, чем для друкованного выдания. То бок, коли у друкованном выдании мы абзац робим, закончилась друк и абзац, то у интернете мы еще думаем, в том поглежении того, не кажется, что этот абзац занимает всю сторонку, как мы бачим. И мы можем часом штучно разбивать этот текст. Это выглядает как нечто штукарство, все далекое от творчества, там не хочется это заниматься, але перед читачом может возникать проблема, у документа задачи называется проблема свинцовой стены, свинцового мура.
Ну просто люди бачать текст і бояться читати, бо він занадто великий, він подавляє. Нечто подобное может отбываться и на интернет-сторонце, коли не бачно, что текст не перепыняется. Подзаголовки мусят быть больше короткие за заголовки, максимально 60 знаков. Тут в презентации будут посылки на тексты, где можно про это больше подробно почитать. Якоб Нильсон, так, это не он. Нет, Якоб Нильсон. Вот сторонка Якоба Нильсона, человек, придумавший, тот, кто придумал термин юзабилити. Я написал шмат цікавых артикулов по юзабилити, некоторые из них перекладены на русскую мову. Тут будут посылки, где як про это справа можно почитать. Ну, ось он проводит даденое доследование. Люди не читают сторонку тексты, они її просто проглядають. Коли казати про більш сучасне дослідження, то особливо у соціальних сетках, особливо ВКонтакте, люди читають заголовки і вельми рідко переходять. Тому виникає потреба придумляти, яким чином їх затягнути, все ж таки, як вони переходили з соціальних сеток на наші ресурси. Ну, я вам уже рассказывал про требования Дойче-Велле. Про инфографику. К сожалению, у нас нет возможности специально заняться инфографикой. Если есть у кого-то желание, я могу оставить один текст, в котором есть много цифр, которые можно превратить в какую-то из инфографик. Мы можем это обсудить уже после занятия. Это факультативно, кому будет любопытно. Что дает возможность для нас инфографик? Ну, во-первых, это карты. Они показывают, где что-то происходит. Это самые простые варианты инфографики. Второй момент. Мы можем сложные вещи какие-то показать наглядно и выбрать какие-то детали, которые будут показывать, что реально происходит, чтобы читатель мог это видеть. Можно кидать вольную простору. Яна разгружає сторонку і людям легше восприймається. Не обов'язково все напихивать вельми шмат элементов. Фон ожиданно белый, або шрифты. Чтобы не казали розные дизайнеры, на самом деле в интернете есть только 3 шрифта. Arial, и он же практически ничем не выразивается от геометрики. Times и Courier. Arial, немая засечек, как правило, его використовують в заголовках. Коли ви візьмете текстовий редактор, то, звичайно, заголовок без засечек, сам текст с засечками. Книжки, звичайно, друкують текстом с засечками, а вот газеты бывают по-разному. Часопис бывает по-разному. Коли мы нечто подкресливаем, крестальник, как правило, интуитивно чекає гіперспосилку. Я, в принципі, часом використовую підкреслювання, але і його можна використовувати, воно добре бачиться в інтернеті, тобто це нема проблем. Але вот эта вот проблема воспринимания гіперспосилку не спрацьовує навіть не глядячи на те, що шрифт буде чорний, а не синий, допустим. Часто людей все равно плытается, но это раздражняет. Курсив. На экране распознается значно больше, чем в друкованном выдании. На друкованном выдании воспринимается вельми кепсько. Ось, наприклад, шматкі видання інтерв'ю роблять ці цитати свого розмовця роблять за допомогою курсива. В інтернеті це амаль немагчыма читати, особливо коли це великий текст. Проводились тесты на юзабилити, это не працует.
Ніщо не перешкоджає дизайнерам використовувати курсивні предмети у прописувати у виданні. Ну, з білоруських виданнів, наприклад, «Комсомольська правда» вельми любить курсив використовувати. «Діл» газети використовувати. Але в интернете з цим проблема. Заглавное в интернете это клик, мне когда такое рассказал, текст читать, а войсбол, а вот такое толстое нечто, это традиционное выделение. То есть его уже не возникает особенных проблем, кроме одной, такой, наползая одно на одно. Ну, когда мы використовуємо такое толстое выделение, то может быть проблема побач радки знаходяться і так далі. В інтернеті ми не завжди можемо одразу передбачити, як це буде виглядати на сторонці. Треба буде після того, як ми робили в текстовому редакторі або в адмінці, поглядіти, як це виглядає. Часом може оказатися, що це виділення наповзає на щось. Ну і треба думати про сполучення шрифтів. Несполучальні речі можна часом використовувати як особливу визивку, ізюмінку, але все ж таки это выключение из правил, чем правило.